Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Гость нашей программы сегодня Александр Орлов, старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Якутского отделения номер 2 Центра ГИМС Главного управления МЧС России по республике. Александр Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. В начале беседы расскажите о том, какая ситуация сейчас складывается на водных объектах нашей республики, где ледообразование уже полным ходом идет, а где пока только шугоход. По территории республики Саха-Якутия сейчас активно идет, как вы говорите, правильно, ледообразование. Оно идет по всей территории, независимо от верховья до низовьев реки Лены. Но самый активный ледоход у нас идет, ледообразование идет в низовьях реки, потому что это являются северные реки. Также шугообразование идет в средней части реки, это река Лена, ее притоки. А такие реки, как Алдан, Амга, там уже идет стадия активного ледообразования. В последнее время с наступлением все-таки прохладной погоды уже в социальных сетях начали появляться ролики, где взрослые, дети каким-то образом проводят досуг на озерах города, где-то, может быть, на природе, катаются на коньках, играют. Скажите, опасно ли сейчас такое мероприятие? Встал ли уже лед, достаточно ли его толщины? Конечно же опасно, потому что выход на лед в данный период он категорически запрещен. Это подвергание рискам как себя, так и своих близких. У нас более-менее взрослое поколение уже понимает, что с детьми лучше не выходить на водные объекты. Но тем не менее ролики они есть. Некоторые ролики бывают, что выпускают и прошлогодние, и такое бывает. Но мы реагируем, несмотря от того, что какой бы ни был бы снят ролик, мы выезжаем на тот или иной водный объект, смотрим, есть он или нету. Если данные факты мы наблюдаем, то, соответственно, проводим профилактическую беседу, разъясняем гражданам, что на данном водном объекте находиться в принципе сейчас категорически запрещено, даже самим выходить. Но, тем не менее, слава богу, еще таких случаев не было. То есть все ограничивается профилактической беседой или все-таки предусмотрены какие-то более суровые наказания? В частности, мы проводим профилактику, но в случае, конечно, есть и административное воздействие. Так, у нас есть статья КАПа Республики Саха-Якутия за как раз выход людей на несанкционированные места, водные объекты. Но все-таки, если люди пришли и, не дай бог, случилась неприятность, человек провалился под лед, что делать? Если самому человеку, это в первую очередь, конечно, не паниковать, собрать в себя свои силы, посмотреть на ближайший берег, найти взглядом человека, обратиться к нему за помощью, крикнуть, позвать его на помощь. Если он видит, то, соответственно, он уже вызовет помощь, либо сам окажет какие-то определенные меры воздействия, чтобы помочь человеку оказаться в такой ловушке. Если же мы сами наблюдаем, что рядом никого нету, это собраться все своими силами, очень аккуратно выбраться на лед, перекатиться от того места, где вы провалились, не вставая на ногах, также отползаем от того места, как мы пришли, до ближайшего берега. Дальше мы находим ближайшее теплое место и вызываем скорую, независимо, или там службу даже МЧС. Независимо от того, как бы себя хорошо не чувствовали, вам нужен обязательно осмотр врача. Но, несмотря на то, что из месяца в месяц, из года в год мы постоянно обращаемся и к нашим телезрителям посредством других СМИ о том, что на водных объектах нужно вести себя крайне осторожно. Тем не менее, как показывает статистика, несчастные случаи все-таки происходят. Если взять в целом за год, то сколько произошло несчастных случаев на водных объектах и какие-то, может быть, примеры самого яркого, скажем так, недобросовестного поведения? Да, к счастью, статистика такая есть, но по нашим данным это с начала года на территории республики было сделано было 55 происшествий, из которых 54 человека, к сожалению, пострадали. И самые яркие случаи, их на самом деле каждый случай по себе уникальный. Выделить какой-то конкретно не могу, но последний случай, который запомнился, это когда у нас 2 подростка в пригороде утонуло, это один из уже ярких случаев, что, опять же, ничто не предвещало беды, но, тем не менее, несмотря на запрещающие знаки и нахождение на данном водном объекте, все равно ребятишки втихаря пошли покупались, и печальный итог, в принципе, налицо. Такие случаи есть, они были, они, не дай бог, что будут, но вся наша профилактика и пропаганда направлена на то, чтобы предупредить данные случаи. Находиться на всех водных объектах мы не можем по физическим причинам, потому что у нас столько людей нету, но максимально пытаемся оградить их, граждан. Примерно 2 недели назад полностью закончилась навигация для маломерных судов на всей территории республики. Как обстановка выглядит сейчас? Наблюдаются ли факты выхода маломерных судов на воду? И что грозит все-таки нарушителям, если они решат сейчас на лодке куда-нибудь отправиться? Да, сейчас, можно сказать, даже физически проблематично выехать на лодке на данный водный объект, но тем не менее, даже если такие случаи есть, и человек уже
грубо говоря, вообще ни о чем не думает и все-таки собрался куда-то на моторной лодке поехать на той же, то там есть определенные меры воздействия в виде административного штрафа по эксплуатированию маломерного судна, ненадлежащей погоды иметь условия. Также и район плавания, что сейчас и подходит, это штрафа от 5 до 10 тысяч рублей. Но тем не менее, есть же еще маломерные суда, которые у нас являются всесезонные, такие как суда на воздушной подушке, аэроботы и прочие конструктивные такие суда. Они продолжают свою работу, потому что они являются всесезонными, но тем не менее, даже контроль в этот период над ними идет более активный. Потому что люди иногда покупают сюда впервые, только себя пробуют в этом деле, в этот период. И в период ледообразования на реке, в принципе, могут только осуществлять, можно сказать, перевозку там, себя, своих близких, только люди, которые очень хорошо знакомы с рекой, ее поведением, как себя вести в той или иной ситуации, в период даже, когда несет большие поля, чтобы не испугаться, там, не прийти там, в отчаяние, грубо говоря, чтобы двигаться. Ну, вот говоря о всесезонных средствах передвижения, скажите, как сейчас осуществляется перевозка пассажиров с берега на берег на водных объектах республики, где это происходит, какими судами, ну, в общем, об этом. Сейчас еще у нас работают суда, которые это наши паромная переправа, она еще до сих пор функционирует и будет функционировать у нас вплоть до того, что уже будет ходить совместно с ледоколом. Но несмотря на это, уже мы видим, что на территории всей республики начинают выходить суда на воздушной подушке, которые осуществляют перевозку. Это как в самом городе Якутске, там, в Кангаласах и тоже в ближайших районах, где эти суда есть. Уже потихоньку готовит свой флот, уже набирать базу, прокладывать себе маршруты, более выбирать самый безопасный маршрут, потому что у нас каждый год в течение лета русло меняет свое место, где, как, кого. И вот сейчас они делают прогонные испытания, с берега на берег ездят, выявляют наилучший вариант маршрут, чтобы потом спокойно и безопасно переводить пассажиров. И в завершении беседы ваши пожелания нашим телезрителям в этот непростой период на водных объектах. Ну, в первую очередь, охота сказать, если у вас путь лежит все-таки через любой водный объект, подумайте дважды, прежде чем по нему пройти, потому что, насколько я знаю, любой водный объект, любое озеро, любой водоем можно обойти, потому что именно этот период является самым опасным. Не подвергайте себя, своих близких, не выходите на лед. Александр Юрьевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего вам доброго, ну и поменьше тревожных моментов в работе. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Гостем нашей студии был Александр Орлов, старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Якутского отделения номер 2 Центра ГИМС, Главного управления МЧС России по республике. До встречи в эфире.